Арҭ амшқәа рзы ареспубликаҿы хҭыс хаданы излацәажәо Драндатәи абахҭа аҟнытә ибналаз ирхынҳәреи, уи ашьҭахь амилициа усуцәа зус ӡбаны ахара здырԥхьаӡало ахьҭаку азакәантә ԥҟарақәа рышьақәыргылара ианалага абаандаҩцәа рхымҩаԥгашьеи роуп. Убри азы машәыргьы иҟамлаӡеит атәыла ахада аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аусутәи еилацәажәара ихы ахьалаирхәыз. Аминистрра аштаб аиҳабы Валентин Трапшь иааркьаҿны иҳәеит, мчыбжьык аҩнуҵҟа ареспубликаҿы акриминалтә ҭагылазаашьа зеиԥшраз. Ашәҟәы ианҵаз ацәгьоурақәа жәаарахь жәибжь аартын. Уахь иаҵанакуеит абахҭа аҟнытә ибналаз иԥшаарагьы. Аҳәынҭ инспекциа аусуцәа аныҟәара ԥҟарақәа еилазгаз амашьынарныҟәцаҩцәа ҩ-7-жәахаҩык ашәҟәы иҭаргалеит. Ҩажәихәҩык аԥсҟы ркын арыжәтәыжәны. Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Леонид Запшьба инарҭбаанда лацәажәеит, хымш рыҩнуҵҟа Драндатәи абахҭаҿы аҭыԥ змаз ахҭысқәеи, урҭ зыхҟьази иахьа уа иҟоу аҭагылазаашьеи. Когда было сообщено о побеге, я доложил президенту страны, личный состав был поднят по тревоге, мы все выехали, перекрыты были регионы Тхорчарский район, Ачимчирский, Гулрипский, 19:00, отрабатывая населенные пункты Владимировка, Шаумяновка, Латария, был задержан наиболее отличившиеся сотрудники. Это исполняющий обязанности начальник Гулрипского РОВД, начальник Дранского отделения, 2 оперативника, они были поощрены. На следующий день, в субботу, личный состав был поднят также по тревоге. Мы прибыли в Дранду, с вашего ведома, я докладывал вам, Михаил Джумкович. Зашли в следственный изолятор, где были массовые беспорядки. До поздней ночи был там наведен порядок, все запрещенные предметы были изъяты, все это было вывезено в течение суток и заскладировано на специальный склад. И это запрещенные предметы. Телевизоры, режущие, колющие предметы, диваны, весь гостиничный комплекс, 8 номеров, что там было, все это тоже приведено в соответствие. Вы знаете, двери были поломаны, замки необходимые, которые там должны были быть, они были испорчены, поломаны. Поэтому в субботу мы повесили навесные замки, все это было приведено в порядок, но кому-то это не понравилось, и люди вышли на крышу. На что мы отреагировали? Я с ведома президента страны, также личный состав был поднят по тревоге, мы выдвинулись туда. Все, что происходило, вы видели там. Это хотели превратить и в политику, я открытым текстом говорю, потому что с тюрьмы, с кем связывались, мы практически всех знаем, все это будем устанавливать. Уже 2 человека из тех, кто на улице чинил препятствия заходу нашей спецтехники, вы знаете, там машины были поставлены и так далее. В кратчайшие сроки, за 2-3 минуты все это было разблокировано. Специальные подразделения, техника вся, куда она следовала, проследовала, то есть вовнутрь следственного изолятора, и мы свои функциональные обязанности выполнили. В воскресенье там находились все руководители силовых ведомств. Я хотел бы Рауль Джумкович доложить вам и поблагодарить главу администрации Гулрипского района. Я также благодарен депутатам парламента, министру обороны. Они все, каждую свою роль и сыграл положительную, просто в разъяснительной работе. С сегодняшнего дня, как вам известно, парламентская комиссия начинает работать. По вашей команде премьер-министр мне задачу поставил. Сегодня специалисты будут смотреть, освобождая каждый отсек, создавая все необходимые условия, режим, который должен быть на этом объекте, будет восстановлен. А так, по моему приказу, распоряжению, все свидания, все перемещения, только с моего ведома. Там куратор с сегодняшнего дня, то есть со вчерашнего дня назначен заместитель министра внутренних дел Джугерия Владимир Владимирович. Я хочу вас заверить, личный состав готов к выполнению. Мы этими занимаемся ежесуточно, круглосуточно, ко всем поставленным задачам. Аԥснахади қәгылараҿ иҳәеит абахҭаҿы азин париадак ашьақәыргыларазы хаҭала адҵа шыҟаиҵаз. Амилициа аусуцәа иҭабуп ҳәа реиҳәеит рџьабаазы. Зегь раԥхьаӡа инаргылан, ҭабуп участвует.
избанакәзар иахьатәи ҳҭагылазаашьа мариаӡам. Аиаша азыҳәан ҳаԥхьа аишьҭоу аусқәа рацәаӡоуп, аха иасыҽны аус ҳамур иҵегьы иаҳзеицәахар алшоит аҭагылазаашьа уаҵәы-уаҵәы ашьҭахь. Убри азыҳәан иасыҽнытәи аус иахьа ианыҟоумҵа, уаҵәахьы ианахуга, акака еиқәыло иаҳзымӡбо иҟалар алшоит. Убри азыҳәан иахьа шәнапы злаку азҵаарақәа шәарҭ шәызҿу агәра шәсыргоит. Ҳаҳтәы аҳәынҭқарра азакәан ишаԥнаҵаз еиԥш ҳақәныҟәан, уаҩҵас аҳәынҭқарра ҳаргылартә еиԥш аҭагылазаашьа ҳаԥаҳҵароуп. Уаҳа даҽакала ԥсыхәа ҳамаӡам. Я хочу еще раз поблагодарить вас, личный состав, который принимал участие в этих процессах. Хочу поблагодарить всех тех, кто был задействован в этой работе, начиная от МЧС, службы государственной безопасности, прокуратура, администрация района, все те, кто делал свою работу качественно. Несомненно, конечно, находятся люди, которые начинают сомневаться в правильности действий тех или иных структур, команд, которые отдаются теми или иными должностными лицами. Но здесь все делалось в соответствии с законом. Никакого подхода другого быть не могло. И поэтому хотелось бы, чтобы и в последующем ни у кого не возникали бы сомнения по поводу действий, совершаемых властью по отношению к такого рода нарушениям. Это нарушение. Другой оценки ему давать никому, по-моему, не следует. Я не хочу говорить о каких-либо там политических окрасах или там каких-то там других делах, людей, которые организовывал всю эту ситуацию, находясь в тюрьме, какие звонки выдавались, кому выдавались. Мы прекрасно это знаем. Но мы должны знать и другое. Такая ситуация, которая складывается в тюрьме, да и в целом в обществе, если будет тот негатив, который неприемлем для государства, то этот негатив должен исправляться. Мы должны сделать все для того, чтобы этого не было. То, что мне докладывали по первому дню, хождение по тюрьме с открытыми камерами, ситуация, которая там складывалась, наличие различных предметов, которые не должны быть на руках у людей, отбывающих наказание. Так спрашивается, зачем тогда сажать этих людей туда, когда все им позволительно иметь, так же, как это имеется и у тех людей, которые находятся на воле. Так зачем это называть отбытием наказания, если оно ничем не отличается от ситуации, которая есть вне этой тюрьмы? Зачем определять санкции статей по отношению к лицам, совершивших те или иные преступления? Санкции же разные, а мы тут свели все до единого, одинакового процесса. Такого быть не должно и не может быть в нормальном государстве. Как вообще можно будет проводить следствие, какие-то работы оперативные, которые вы привлекаете к той или иной мере ответственности, находятся на руках огромнейшее количество средств, общаются с людьми, которые находятся за пределами этой зоны, тюрьмы. Телефонный аппарат. Как вы проведете то или иное следственное мероприятие, если они лучше вас осведомлены о тех процессах, которые вы совершаете? Я не исключаю, что многое из того, что происходило вчера, позавчера, да не то, что не исключаю, я даже знаю, что имело место и в предыдущие годы. Просто к этому не доходили руки. Но когда-то надо наводить было этот порядок. Время наступило. Пора уже понять, что дальше так не будет. Это мое личное указание о необходимости наведения порядка в тюрьме. И мы хотим, чтобы порядок был не только в тюрьме, а везде в нашем государстве. Понимаю, что не все гладко в самой тюрьме. То состояние, санитарное состояние тюрьмы, те нормативы, которые должны быть соблюдены в тюрьме для того же человека, который попал в эту тюрьму, конечно, у нас не соблюдается. Из-за нашей бедности, из-за отсутствия тех возможностей, которые есть у государства, к сожалению. Но мы нацелены на то, чтобы как раз-таки
начать эти работы. Даны соответствующие указания для того, чтобы начать работу по определению возможностей, которые изменят положение дел для тех, кто находится в таких местах. Даны соответствующие указания по определению места строительства нового объекта. Будем изыскивать возможности финансовые для того, чтобы начать эти работы. Я думаю, что все понимают, что та тюрьма, которая сегодня есть в Драндах, конечно, она устарелая, она не соответствует никаким, как говорится, нормам. И поэтому мы будем делать все для того, чтобы человек, находящийся в этом учреждении, мог бы, при этом находясь там, и приносить пользу еще и обществу. Они обязаны работать. Они должны приносить соответствующую пользу для нашего общества. Вы же мне рассказали, я видел то, что там происходит. Начиная от токарных станков и всего того, что там было изъято. Так давайте мы сами создадим условия для того, чтобы эти люди тоже, при всем том, что да, они правонарушители, они преступники. Но мы говорим о каком-то воспитательном процессе. Какая может быть работа воспитательная, если практически они сами занимаются собой, а не государство это делает. Поэтому этому вопросу будет уделено особое внимание. Я не сомневаюсь, что здесь сидят люди, которые как раз-таки хотят и могут наводить этот порядок. Слава Богу, у вас есть опыт, есть знания. Я вижу ту оперативную обстановку, которая складывается в последнее время. Но нам нужно нацелить себя, нацелить свои подразделения на то, чтобы улучшить качество разыскной работы. У нас много людей находится в розыске. И по этим лицам у нас есть достоверная информация о том, что они совершили те или иные преступления, но они при этом находятся на воле. И зачастую умудряются пересечь границу, возвращаются, находятся какое-то время на нашей территории, потом опять куда-то исчезают. Поэтому здесь должна быть соответствующая работа. Я не просто говорил и в предыдущих наших встречах. Качество оперативной работы должна быть совершенно другое. Качество желает лучшего. Особенно, я еще раз говорю, по громким делам. И я хочу, чтобы вы знали, ни для кого спуска не будет. Мы хотим, чтобы был порядок. Я хочу надеяться на вас, я хочу опираться на вас. И несмотря на разного рода суждения, отношения к тем или иным лицам из-за политических каких-то внутренних убеждений, это не должно влиять на общее состояние дел в стране. Мы с вами делаем одну работу. Работу, которая призвана защитить наш народ и наше государство. Я хазыхаться ЗГ. Агураз дышакала ты было защищал. Я халшару дышакала ге азнеща азин хамец. Издырует, а волафахо матч. Аха хазчу хуско ЗГ цакасирому ако. Оберта волафахо кеге раштахра. А волафахо ге уицас ауиен ю. Ергихы уйцас яп ерфяр деп штат снопар депш. Еги хаурги зигдропа мне джиба ус хазхот сахчунахар. А кем зарык захотится. Я буквально вот сейчас, выезжая, говорил и с министром финансов о необходимости выделения соответствующих средств для поощрения тех сотрудников, которые активны в своей работе, которые занимаются каждодневной работой для того, чтобы этих не было преступлений. Мы сделаем все для того, чтобы МВД состоялось. Да, оно есть, но нам важно, чтобы МВД работало качественно. И призываю вас еще раз к тому, чтобы вот все то, что мы делаем сегодня, должно получить понимание нашего народа. Конечно, неприятно видеть, когда ты делаешь свою работу, а вокруг тебя собирается масса людей, которые пытаются противодействовать процессу наведения порядка. Но и это наши люди. С ними нужно разговаривать, им нужно объяснять,
А там, где нужны соответствующие меры более жесткого воздействия, и их тоже нужно применять, потому что закон регламентирует такой порядок поведения. И нельзя забывать, что и в тюрьме сидят наши с вами граждане. Это наши люди. Уже закон по отношению к ним принял соответствующие меры по срокам их нахождения в тюрьме. Но и они должны понимать, что должны быть соответствующие правила и порядок, которые должны быть соблюдены им. Другого просто быть не может. Никакой жалости не должно быть в этом вопросе. Итак, табу панчаску, хаус парацов, я ахташа мальцев. Убрезухан на па айларсна, хаус хаурбивший ахца. А граб зергой, шуксык вишуксарыла, та глаза шаша чапса. Будут совершенно другие процессы. И, несомненно, это будет в первую очередь благодаря вам, тем, кто носит форму. Те, кто в первые годы после войны и во время войны нес колоссальные потери личного состава. Кого мы должны бояться? Мы должны показать, что мы есть, что мы власть, и что мы требуем соблюдения закона. Это Ахтабу, Фюс, Инагузалаги, Аманчалар Рамаза.